В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Восточный экономический форум. Итоги первого дня Якутии для Якутии в репортаже наших корреспондентов. Военная мощь на Дальнем Востоке. Проводятся крупномасштабные российско-китайские военные учения. Отопительный сезон в Якутске. Как оказалось, не все дома в столице готовы к зиме. ДТП в Нерюнгри. Под колесами внедорожника погиб 6-летний мальчик. Переработка мусора. В Якутии со следующего года утилизацией отходов начнут заниматься 4 региональных оператора. В первый же день Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, Якутия подписала 4 важных документа. Это соглашение с российскими компаниями о сотрудничестве в сфере цифровых коммуникаций, интернет-связи, а также в угольной промышленности и культурной отрасли. Кроме того, подписан меморандум с частными компаниями по строительству моста через реку Лена в районе Якутска. Напомню, что в работе форума принимают участие представители госвласти и бизнеса не только из России, но и из зарубежных стран. Что дадут эти соглашения и какие еще договоренности достигнуты по итогам дня в материале Саргланы Захаровой. Мост через реку Лену – один из важнейших инвестпроектов, которые представляют на Восточном экономическом форуме уже не первый год. Совместная работа продолжается с китайской государственной компанией, у себя занимающейся строительством железных дорог. Есть новый партнер – группа компаний ВИЗ. С Якутском она знакома не понаслышке. На территории столицы региона частный партнер возводит 12 социальных объектов. Якутия сейчас начинает уже активно возобновлять работу в данном направлении. По результатам моей встречи с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным были даны конкретные поручения в адрес правительства Российской Федерации по рассмотрению различных предложений. И в рамках этой работы мы сейчас ищем партнеров для подготовки проекта концессионной инициативы автомобильного моста в районе города Якутска через реку Лена. Меморандум подписан в ближайшие годы. Проект планируют претворить в жизнь. В общей сложности Якутия представит на форуме более 30 проектов. Общий объем инвестиций – 3 миллиарда рублей. Российская венчурная компания будет сотрудничать с Якутией в части развития цифровой экономики и технических проектов на территории региона. Это развитие беспилотного транспорта, нейротехнологий, интеллектуальной энергетики, проведение технологических конкурсов, проектных сессий. Работа будет реализовываться в рамках национальной технологической инициативы. Это долгосрочная программа по созданию новых рынков и технологического лидерства России к 2035 году. Национальная технологическая инициатива задает некоторые приоритеты и рамки, но наполнение здесь, безусловно, полностью зависит от партнеров. Нам важно, чтобы те проекты, которые уже созданы в рамках НТИ и развиваются, находили себе заказчиков на территориях нашей страны. Вот в этом смысле республика для нас является, с одной стороны, партнером, а с другой стороны, конечно, уникальным полигоном для отработки новых технологий. Также в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение между Якутией и Кемеровской областью о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подписали руководитель республики Айсен Николаев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Через территорию Якутии проходят 2 важные артерии – транспортные БАМ, Трансип, по которым идут наши грузы на восток. Уверен, что сотрудничество у нас будет не только в экономической сфере, но и в культурной. Уверен, что те проекты, которые начали реализовываться при вашей поддержке, они получат новое дыхание. Форум завершится 13 сентября. Впереди встречи с представителями Японии, подписание соглашения о взаимодействии Якутии с госкорпорацией «Росатом», также несколько переговоров в области энергетики, социальной сферы, транспорта, бизнеса и образования. Сарглана Захарова, Лана Ильина, Георгий Григорьев, Владивосток. Одновременно с открытием ВЭФ сегодня на Дальнем Востоке Россия начинает крупнейшие учения за 37 лет. В маневрах «Восток-2018» примут участие порядка 300 тысяч человек из почти всех родов войск. Подробности в репортаже наших коллег. Почти 300 тысяч человек, более 1000 самолетов и беспилотников, 36 тысяч танков и бронемашин, 80 кораблей и судов обеспечения. Такого в современной России еще не было.
Москва начинает крупнейшее учение за 37 лет – «Восток-2018». Последний раз нечто подобное проводили почти ровно за 10 лет до распада Советского Союза в сентябре 1981-го. Маневры пройдут на полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Берингового и Охотского морей, Авачинского и Кранотского заливов. Их разделят на два этапа. Сначала развернут группировку войск и нарастят силы ВМФ, а потом отработают их взаимодействие. Причем тренировать будут как оборону, так и наступление. Самые яркие эпизоды покажут в прямом эфире российского телевидения. «Восток-2018» планирует использовать целый ряд новых разработок. Танки Т-80 и Т-90, самолеты Су-34 и Су-35, ракеты «Калибр» и «Искандер». Цель столь масштабных учений в российском Минобороны сформулировали вот так. Проверить готовность органов военного управления при перегруппировке войск и организации взаимодействия между сухопутными группировками и ВМФ. Официальный представитель НАТО Дилан Уайт высказался короче. По его мнению, «Восток-2018» демонстрирует, что фокус России сместился к подготовке к крупномасштабному военному конфликту. Помимо российской армии в учениях примут участие также военные из Монголии и Китая. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь, кстати, находятся неподалеку, на Дальневосточном экономическом форуме в Владивостоке. Но их присутствие на маневрах пока не подтверждено. «Восток-2018» продлятся неделю и завершатся 17 сентября. Здесь же на экономическом форуме во Владивостоке сообщили, что нейронгри могут включить в нацпроект по развитию дорожной отрасли. С таким предложением выступил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Он заявил, что стоит пересмотреть параметры национального проекта в дорожной отрасли и включить в нее 7 городов Дальнего Востока с численностью свыше 50 тысяч человек. Это Уссурийск, Находка, Артем, Арсеньев в Приморском крае, Белогорский и Свободный в Амурской области, а также нейронгри в Якутии. По мнению главы Минвостокразвития, это позволит привести в нормативное состояние дороги в регионе и, соответственно, не только улучшить транспортную доступность, но и снизить смертность. И в продолжении темы смертности на дорогах в Нейронгри. Здесь сегодня днем на улице Дружбы народов сбили ребенка. Мальчик погиб. За рулем Toyota Land Cruiser находилась женщина. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости. Ребенок переходил с матерью проезжую часть в жилой зоне. Мальчик погиб в реанимационном отделении Нейронгринской ЦРБ. Мать, находившаяся в момент аварии рядом, травм не получила. В настоящее время по факту ДТП проводятся следственные мероприятия. Сегодня 11.09.2018, примерно в 15 часов 45 минут, по адресу город Нейронгри, в районе улицы Дружба народов, дом 13, водитель управлял автомобилем Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением, совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, переходящего внутридворовую проезжую часть. В результате ДТП несовершеннолетний от полученных травм скончался в Нейронгринской районной центральной больнице. По данному факту будет проведена проверка. Другим событием. Мы продолжаем следить за итогами прошедших выборов в Якутии. В Мирнинском районе в выборах участвовало 37% населения. По досрочному голосованию по выборам главы Якутии за Айсена Николаева проголосовало 40% избирателей. Главой района на второй срок избран Решат Езмухаметов. Он набрал 42% голосов. Также был избран глава муниципального образования поселка Чернышевский Мирнинского района. Прошли выборы, избрали главу муниципального образования поселок Чернышевский и по нескольким округам депутатов в поселковые советы Чернышевска, Айхала и Алмазного. По одномандатным избирательным округам на территории Мирнинского района их 3. По Удачнинскому победил Пискунов Олег Владимирович от партии «Справедливая Россия». По Айхальскому округу Богданов Владимир Николаевич, также от избирательного объединения «Справедливая Россия». И по Мирнинскому избирательному округу победил Николаев Юрий Михайлович от избирательного объединения «Единая Россия». В Якутске продолжаются работы по капитальному ремонту. Однако не все горожане довольны ходом работ. Подробности в сюжете Кристины Якуповой. Неожиданно наступившие холода застали многих врасплох. Заржавевшие трубы, разбитые окна, щели в дверях. Все это вовремя не окончившийся капитальный ремонт в подъездах.
Ирина Ремигайло живет в доме по улице Ярославского уже 46 лет. Из них 22 года она ждет изменений на лестничной площадке. Но, увы, такой долгожданный ремонт радости не принес. Все окна вот они сняли, не вставили, вот они стоят, да? А это самое не вставили. И когда нам отопление дадут, я с обогревателем под 2 одеялами сейчас уже мерзну. А еще целый месяц, как мы будем, я не знаю. Капитальный ремонт затронул не один участок столицы. Сроки поджимают, но работы ведутся очень медленно. Жильцы многоквартирных домов бьют тревогу. Уже месяц мы вот в таком разобранном виде и сидим, и неизвестно, когда это будет по подаче тепла. Потому что в домах, в квартирах дети малолетние, старики. И мы вынуждены тратить электроэнергию, обогреваться, потому что холодно в домах. Естественно, сейчас начнут болеть люди. И вот... Впрочем, в фонде капитального ремонта все-таки уверены, до положенного срока работы завершат. Эти объекты у нас на контроле. График заново составлен до 15 сентября. Постараемся все запустить. На сегодняшний день в Якутске имеется 14 проблемных домов. Конечно, хочется верить, что все горожане получат тепло в срок. А мы продолжим следить за ходом ремонтных работ в столице. Кристина Якупова, Джилус Иннокентьев, Григорий Хлопков, Якутск. Между тем, с 8 по 22 сентября Фонд капитального ремонта проводит акцию «Прощенные дни». Более подробную информацию можно узнать на сайте Фонда капитального ремонта. Она распространяется только на физические лица, на собственников многоквартирных домов по всей республике. При этом владельцы квартир, которые в указанный период, в период этой акции, погасят задолженность, которая у них сформировалась уже, и текущее начисление за сентябрь, они освобождаются от начисленных пений. На сегодняшний день у нас достаточно большая задолженность, она больше 480 миллионов рублей, поэтому хотелось бы, чтобы это как-то повлияло на сокращение этого объема. Промэнергоцех Айкальского комбината готов к новому отопительному сезону. Предприятие – сердце промышленной площадки «Трубки юбилейные». Цех снабжает теплом, водой, кислородом и азотом подразделения комбината. Насколько обновили цех и где провели основные ремонтные работы, знает Оксана Мезенцева. Работники промэнергоцеха к отопительному сезону готовились все лето. Ремонтные работы провели на всех участках предприятия, водоочистной станции и канализационно-очистных сооружениях, газовой котельной. Тепло на предприятие комбината подали 6 сентября. В этом году было на предприятии внедрено много нового насосного оборудования, частотные преобразователи по программе энергосбережения. Цех обновили в техническом плане. На предприятие поступила новая подстанция. На котельной установят емкость для горячего водоснабжения. Модернизируют оборудование водоочистной станции и канализационно-очистных сооружений. Сегодня эти объекты соответствуют всем требованиям санитарных норм и правил. Запустили в цехе и новую кислородную станцию. Кислородная станция у нас получена по программе технического перевооружения. Замена изношенной ветхой подстанции, которая не справлялась со своими задачами. Кислород в основном используется цехами комбината в технических целях, в частности для газосварочных работ. Улучшают на предприятии условия труда для работников, автоматизируют технологические процессы, ремонтируют бытовые помещения. В этом году планируется установка видеонаблюдения на участках. Обновляется на предприятии и трудовой коллектив все больше. В подразделение «Алроса» на работу поступают молодые специалисты. Предлагают новые идеи, показывают, что умеют, раскрывают свой потенциал. Коллектив у нас слаженный, сплоченный, царит атмосфера взаимовыручки, помощи. Бок о бок трудимся с ветеранами «Алроса», заслуженными работниками Айкальского ГОКа. В летний период в цехе проводят в основном ремонтные работы, которые невозможно сделать в условиях суровой якутской зимы. Это ремонт котлов, насосов, теплообменников, меняют трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, к работам привлекают и подрядные организации. Оксана Мезенцева, Альбина Шарафеддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».
В Якутии с 1 января следующего года утилизацией мусора начнут заниматься 4 региональных оператора. Они охватят практически всю территорию региона, кроме северной ее части. Согласно федеральному закону об отходах производства и потребления, вводится поэтапный запрет на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке. Какие шаги предпринимаются в регионе по переработке мусора? В репортаже Юлии Михайловой. 400 килограммов полиэтилена за несколько минут будут спрессованы в один брикет. Мощный пресс рассчитан на десятки тонн за смену. Но пока удается спрессовать только до полтонны этого опасного для окружающей среды мусора. Объема не хватает, как видите, все равно как бы мало. Если бы весь город был бы зациклен, то мы бы, конечно, большой объем бы брали. Все эти брикеты из макулатуры, пластика, опасные отходы от утилизации люминесцентных ламп. Столичные предприниматели везут на заводы-гиганты для дальнейшей переработки в Хабаровск и Уссурийск. А пиролизное масло и сорбент от переработки практически любого мусора в пиролизной установке можно использовать сразу на месте. Ну, вот получается, вот масло вот наливаем, ну, смотрите, сразу начинает впитывать в себя. Установка по утилизации медицинских отходов высокого класса опасности – подарок Якутску от японской компании «Хоккайдо». Работает с весны. В день от 50 килограммов отходов остается 10 килограммов золы. Печь у нас сейчас занимается утилизацией медицинских отходов. Производительность данной печи порядка 50-60 килограмм в час. Температура сжигания отходов порядка 1000 градусов. Соответственно, стоят фильтра мощные на ней, и выхлоп у нас получается бездымный, безопасный. В регионе это пока первые шаги по переработке и утилизации раздельного мусора. На полигоны можно будет увозить только то, что невозможно использовать как вторсырье. Сортировкой мусора должен заняться единый региональный оператор. В Якутии пока их 4. И вот что предлагают экологи по увеличению эффективности деления мусора еще на выходе из квартиры. Ведь ссор из избы сегодня – это наша общая проблема. Для этого должны существовать определенные пункты приема, где, как раньше в советское время, я помню, бутылки, помните, из-под молока, из-под лимонада и прочее сдавали. Но опять-таки это же деньги. Кто-то же должен платить, например, населению, там пусть 5 копеек, но все равно. Вот эта материальная заинтересованность, это был бы лучший стимул сдачи вторичного сырья. Юлия Михайлова, Павел Пахомов, Григорий Охлопков, телеканал «Якутия-24». В Ленске продолжается ремонт дорог. Днем и ночью дорожники трудятся на одной из центральных улиц города – Пролетарская, чтобы успеть закончить ее асфальтирование до зимы. За ходом работ следит Светлана Балеева. Ремонт дорог в этом году начался только в начале июля. По словам заместителя главы района, такая задержка была вызвана поздней передачей полномочий по содержанию дорог из города в район. В 2018 году процедуру передачи полномочий мы получили с города Ленска в июне. И сами знаете, у нас 44-й федеральный закон никто не отменял. Это конкурсные процедуры по размещению торгов. Там порядка 1,5 месяца находится на проведение торгов. Первой была заасфальтирована улица Дзержинского. Работы здесь были проведены довольно быстро. Уже через неделю после начала ремонта горожане могли проехать по новому асфальту. Сейчас, смотрю, дороги делать начали. Был в отпуске, приехал. В принципе, конечно, радует, что хотя бы часть дорог в Ленске будет отремонтирована. В принципе, качество, я считаю, более-менее нормальное для наших условий. Хотелось бы, чтобы весь город был в хороших дорогах. Потому что ездить даже на внедорожнике по этим кочкам не очень приятно. Уже вторую неделю бригада дорожников работает на улице Пролетарская. Из-за погодных условий мероприятие приходилось несколько раз приостанавливать. По Пролетарской работы ведутся в связи с погодными условиями. Сейчас второй слой ждем погоду. То есть уже холод, в дождь не положишь. Хотелось бы, для себя же делаем, чтобы было хорошо. То есть ждем погоду и накладываем второй слой. Первый слой асфальта положен, старый удален. Сегодня трудиться приходится в усиленном режиме. На участке дороги было полностью снято старое асфальтовое покрытие. Уложен первый слой асфальта. Сегодня идет укладка второго. Работы ведутся от перекрестка торгового центра «Север» и до улицы Орджоникидзе.
Обойдется ремонт улицы Пролетарска в 16 миллионов 519 тысяч рублей. Тротуар и благоустройство здесь появятся в следующем году. Сегодня продолжаются и подготовительные работы по улице Победы. В этом году заасфальтировать ее уже не удастся, но снять старый асфальт дорожники успеют. Вот на данный момент снимаем покрытие старого асфальта, снимаем. Потом будут производиться бетонные работы, то есть бетонировать будем, где большие ямы, все готовить площадь под асфальт. Потом будет гудронирование и накладка асфальта. Скажите, а как вы считаете, вы успеете в этом году заасфальтировать или только получится снять? Нет, не успеем. Уже ни при каких условиях мы не успеем. В связи с тем, что договора, контракты были заключены сильно поздно. Сейчас будут только подготовительные работы, а асфальтирование уже будет производиться в следующем году. В следующем году начнутся работы по улице Объездная. Помимо этого, за счет 96 миллионов рублей, выделенных компанией «Газпром Добыча Ноябрьск», в этом году планируется провести ремонт участка дороги между поселками Витим и Пеледой. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Но сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите и далее на телеканале «Якутия-24». Операция «Опухоль гортани». Якутские врачи осваивают немецкие технологии. Вакцинация против гриппа. Как в Алданском районе проводится прививочная кампания. Марафон осенних ярмарок. В Ленске образовательные учреждения проводят традиционные мероприятия. В эфире телеканал «Якутия-24», и мы продолжаем наш выпуск. Якутские врачи учатся проводить операцию по удалению опухоли на гортани с применением новых технологий. Оборудование немецкого производства, лазерный хирургический аппарат СО2 начали применять на практике врачи-хирурги Республиканской больницы номер 2. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. 2,5 часа и 5 операций. Это стало возможным благодаря новой технологии проведения хирургического вмешательства. Новый лазерный аппарат начали применять на практике в отоларингологическом отделении Республиканской больницы номер 2. Для проведения этих операций мы пригласили ведущих специалистов нашего головного центра, профессора, доктора медицинских наук Вячеслава Вячеславовича Виноградова и Сергея Сергеевича Решульского. До приобретения этого аппарата наши специалисты ездили обучаться к ним на их базе. Ну а сегодня они приехали к нам в город Якутск опробировать этот аппарат. Отметим, что данная модель аппарата является единственной в стране. Да и в целом таких лазерных хирургических аппаратов в России всего 3. Гости отмечают, что якутские врачи очень заинтересованы в использовании данной технологии. Очень хорошим, очень квалифицированным, которые абсолютно готовы работать с этим оборудованием, освоить эту методику и делать эти операции здесь, что называется, поставить их на поток. Уникальность применения лазера при проведении операции заключается в том, что он является малоинвазивным, то есть операция проходит без потери крови и практически бесшовно. Она позволяет повысить качество лечения, оказываем пациенту. Это бескровные операции, и если раньше мы шли на наружный доступ, делали операции наружным доступом, на сегодняшний день можно это делать через рот, удалять первую, вторую стадию рака гортани. Также сокращается и процесс реабилитации пациентов. После хирургического вмешательства их выписывают уже на 4-5 день. Естественно, для нас сейчас стоит задачи какие? Мы должны внедрить этот лазер во всех профилях, не только на гортани, болезни глотки. И когда уже все будет поставлено на поток, операции, конечно, будут гораздо меньше идти. В будущем врачи-хирурги Республиканской больницы номер 2 смогут даже принимать пациентов из дальневосточного региона, так как до этого дня такие операции проводились только в Москве и Санкт-Петербурге. С применением же данного аппарата это станет возможным и у нас. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Но лучшая защита – это профилактика. Началась иммунизация населения против гриппа. Самые ответственные граждане уже посетили прививочные кабинеты. Как проходит вакцинация в Алдане и нужно ли ставить прививку, узнавала Татьяна Вахнина.
Кашель, насморк, температура, общее недомогание. С такими жалобами к участковым педиатрам обращаются все чаще. Большинству пациентов ставится диагноз острая респираторная вирусная инфекция. В сентябре рост простудных заболеваний наблюдается традиционно. Заболеваемость, конечно, возрастает, как обычно это и бывает у нас в осенний период, но пока незначительно. Особый рост мы не замечаем. Лето, видимо, прошло не зря, было достаточно теплым, поэтому ребятишки сильно не разболелись, в школу пошли здоровенькими. Не столь страшен грипп, сколь его последствия. Вирусные инфекции опасны осложнениями. В первую очередь урон наносится почкам и сердцу. Между тем, легче предупредить болезнь, чем ее лечить. В настоящее время идет прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день практически закончена вакцинация медицинских работников и неорганизованных детей. Продолжается вакцинация дошколят. И с этой недели начинается вакцинация в школах и предприятиях Алданского района. Вакцина поступила на все медицинские участки Алданского района. Бесплатная иммунизация предусмотрена для ряда категорий граждан. Наиболее ответственные пациенты уже посетили прививочные кабинеты. Прививка против гриппа – это не только прививка против гриппа, но она и повышает в целом у нас противовирусный иммунитет. Да? Поэтому только за. И не забываем о том, что вирус гриппа, к сожалению, это очень вызывает тяжелое заболевание, да? Особенно это пневмонии, которые очень-очень трудно лечатся, как бы надолго выбивают из колеи детей и взрослых. Вакцина Совигрипп практически не имеет противопоказаний. Причиной временного медотвода от прививки может стать недавно перенесенная ОРЗ. Как отмечают медработники, доверие граждан к иммунизации возрастает. А мы очень положительно ставим, конечно, обязательно. Но столько вирусов гриппа разных. Тяжелое заболевание. Я знаю, что это такое, поэтому мы ставим детям. Я считаю, что нужна вакцинация обязательно. Тяжелый же вирус идет сейчас. И детям, мне кажется, обязательно надо ставить, ну и взрослым. Иммунизация против гриппа продолжится до конца октября. Безусловно, прививка не гарантирует стопроцентную защиту от простуды и гриппа. Однако она существенно облегчает течение болезни и минимизирует риск возникновения осложнений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутской кадетской школе-интернат начались 8-е республиканские военно-спортивные игры «Защитник Отечества-2018». Они посвящены столетию ветерана Великой Отечественной войны, кавалера 6 боевых орденов Семена Дмитриевича Флегонтова и столетию системы дополнительного образования детей в России. Участники – воспитанники кадетских классов, кадетских корпусов, военно-патриотических клубов, образовательных организаций республики. На игры прибыли команды из Горного, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Улусов, городской классической гимназии и Якутской кадетской школы-интерната. Это школьники с 7 по 11 классы. В каждой команде 8 мальчиков и 2 девочки. Еще днем участники прошли мандатную комиссию, состоялась их регистрация, взвешивание. В данный момент участники начали знакомиться друг с другом в форме игры «Будем знакомы». Ребята создали новые команды, независимо от того, откуда они прибыли. Школьникам дают различные веселые задания, которые они дружно выполняют. Настроение у всех отличное, царит непринужденная обстановка. Сами игры начнутся завтра и продолжатся до 14 сентября. В программе игр 9 конкурсов, такие как разборка и сборка автоматов, пулевая стрельба, метание ножа, полоса препятствий и другие. Победители определят по баллам, набранных в каждом конкурсе. Хочется отметить, что игры являются отборочным этапом всероссийского сбора «Союз. Наследники Победы». Победители этих игр отправятся в город Казань на соревнования, которые пройдут в мае следующего года. Завтра состоится торжественное открытие игр. В Ленске стартовал марафон осенних ярмарок. Праздничная распродажа даров осени полюбилась линчанам и ежегодно проводится во всех учреждениях образования. На первую ярмарку сезона пригласил детский сад «Белочка» дошкольной образовательной организации «Алмазик». В гостях у малышей побывал Вячеслав Пилипенко. Это первая ярмарка осени. Детский сад «Белочка» дошкольной образовательной организации «Алмазик» начал эстафету праздников «Золотая осень». От желающих купить что-то вкусное, домашнее, выращенное своими руками, не было отбоя. Импровизированные прилавки ломились от разнообразия продуктов. Сладости, выпечка, фрукты и овощи. Эта ярмарочная суета захватила всех. Торгуем всем, выпечкой домашней, всеми дарами осени с огорода, вареньями, соленьями, все, что есть, пожалуйста. Все сами готовили?
Конечно, родители все своего огорода, родители старались, пекли, все напекли, конечно, все домашнее. У нас все не как у других. У нас варенье свое, все, выпечка вся своя. У нас все очень вкусное и, надеюсь, понравится. Продавцы, они же мамы, превзошли себя в оформлении столов. С каждым годом к организации ярмарки они подходят все креативнее. Вот уже кроме традиционных прилавков оформили зону для фотографирования. Даже плохая погода не смогла испортить настроение. В здании детского сада создали свою атмосферу золотой осени. Щедрую и вкусную. Ходовым товаром является как морс, так и желе, как правило. Все-таки у деток не отнять чувство сладости. Что больше всего понравилось? Что самое вкусное? Пицца была вкусная. А ты сама что-нибудь готовила на ярмарку? Нет. Но мама тут с братиком торгует. Ярмарку готовили всем миром. Постаралась каждая группа детского сада. Кто-то участвовал впервые, у кого-то уже есть опыт. Но с задачей справились все. В этом году ярмарка в детском садике «Белочка» проводится в 4-й раз. Принимают участие 6 групп. Вообще родители очень активно готовятся к этой ярмарке, пекут выпечку, готовят соленье, варенье. Родители в хорошем настроении, довольные дети жуют вкусняшки. «Золотая осень» – одно из самых любимых мероприятий года. Это красивый и яркий финал лета отвлекает от предстоящих осенних дождей. К тому же позволяет купить экологически чистые продукты с частного подворья. Вкусно, дешево и безопасно для здоровья. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам.